Выступает Шевкет Характиев, глава мусульманской общины города Алушта. Подготовится Мемету Кемалетдинову, общественная организация «Иллерий». Селам алейкум, дошла. День дошла. Где я подал обращение на президента и Киселеву, телевидению. Вы видели когда-нибудь 1000 плачущих людей? Мы видели. Это было в мае 44-го года. В сумрачное утро все крымские татары из родных домов выгнаны на площадь несколько минут. 1000 семей проливали слезы, прощаясь с родной землей, не зная, что их ожидает. А дальше было страшное. Эти вагоны для груза, кукурузная каша, рассудки и вши. Это было настолько больно, что выразить словами невозможно. Мучительная перевозка людей на барже по Волге, на наших глазах горько рыдающая мать, женщина бросалась с грудным ребенком за борт со словами «изменники». Звери швыряли в нас камни, когда мы высаживались на берег. Тучи комаров, болото, несколько свежеотстроенных бараков встретили нас. В этих условиях только вшам, клопам и разной дряни жилось хорошо. А через несколько месяцев даже клопам стало трудно жить. Люди голодали. Своими глазами видели, как умирал человек, съев кусок мыла, выданный ему для стирки белья. Как в одном бараке только за ночь умирали, по двое-трое, как вешались, голодая, матери, видя умирающих детей. Как возвращались отмороженными руками и ногами с лесорубки, а то и вообще не возвращались. За какие грехи, мы спрашиваем, эти мучения выпали на долю нашего народа? За что растоптали в грязи нашу национальную гордость, язык, искусство, все, что было дано Октябрьской революции. День Победы, все радовались, все думали, что это ошибка, и скоро ее исправят умные люди с чистой совестью. Возвращались наши отцы и братья с великой радостью, с великой победой домой. И как бы вы почувствовали себя на их месте, когда увидели бы пустынные, неприветные улицы, забитые гвоздями, двери ограбленных домов их семей. Они не плакали, когда ампутировали ноги или отрезали руки с осколками. Они не плакали, когда в атаке погибали товарищи. А все крепче прижимали приклад и шли в бой. Они не плакали, когда их мучили фашисты в застенках, и все сильнее сжимали зубы. Все это вмиг пролетело перед глазами. Ночные атаки, переход через холодный Дунай, и костры партизанских отрядов, и весточки из дому, как живительная влага, все от родных границ до Берлина. Трудно было сдержаться, наворачивая слезы, крупинки бросив скатывались по щекам на грудь, сверкающие орденами и медалями за отвагу, за то, что он защищал своих детей, родной дом, родную землю, месть и все отечество. Вместо того, чтобы ликовать, чествовать победу, воин-отец плакал, как плакали тысячи коммунистов, беспартийных солдат. Это было нечеловеческое горе, это было страшно. Крымские татары, как чеченские, туши, как калмыки, карачайцы и другие, в основном тюркские народы, были в насильственном порядке высланы из своей коренной территории полуострова Крым, Среднюю Азию, Урал, Сибирь. Строгий режим ссылки без права пересечения за пределы мест поселения. В любое время ссылка за пределы места поселения грозила каждому наказанием 20 лет каторжных работ. О чем насильно от каждого крымс-татарина или татарки подписи без различия пола и возврата. Коменданты не стеснялись сажать в камеру предварительного заключения даже старух в возрасте 70 лет. Уходившие с мест поселения по похоронке, поминке или проведя родных,
Крымские татары не имели права выходить замуж или жениться без разрешения комендатуры, не говоря о других ограничениях. У нас отняли родину. Штыками выводили из дома, бросив вагоны для скота. Под конвоем увозили вместо ссылки. Народ лишился национальной государственности. Надругались над честью народа, дав прямой изменника Родины. У нас украли детство. Спасибо Сталину, Хрущеву, Брежневу за наше счастливое детство. Не мы отвергли Родину, а Родину отняли у нас. От нас отвергли Родину в 1945 году, ликвидировав национальную государственность нашего народа. Нас отвергли от Родины в 1956 году, заменив режим ссылки на режим высылки. Нас отвергли от Родины в 1967 году, отобрав у нас имя крымского татарина и признав укоренившие в местах ссылки. Нас отвергли от Родины и сегодня мы не можем смириться с положением отверженных. Мы, крымские татары, крымцы, по происхождению, мы являемся обладателями своеобразной материальной и духовной культуры Крымского полуострова. Мы древний народ. У нас длительное родословие истории народа. Восстановите все прежние названия городов, деревень, лесов, гор, урочищ и рек. Верните нам нашу землю, наши дома и деревни. Крым – наша национальная родина. До сих пор наш крымско-татарский народ не реабилитированный. Многие газеты в Крыму пишут о предательстве народа. Давайте смотреть правде в глаза. А так ли это? Армию Власова оправдали. Степана Бендеру сделали национальным героем. Семьи не без урода. Во всех нациях были хорошие и плохие. Почему крымский татарский народ несет 67 лет этот крест? В 1932-1933 году организованный геноцидом и уничтожением нации. Но где логика в отношении крымских татар? Почему эту нацию не признают геноцидом? Что в отношении этой нации? Такое тяжелое для страны время как война, когда все взрослые население крымских татар уходили на войну, готовилось его уничтожение. Это старики, женщины, дети. Если зло организовано властью, то это геноцид. Если уже нет в живых тех, кто организовал геноцид, то суд может закрыть дело. Все, что в этой жизни поправимо, не страшно. Мы, крымские татары, уповаем на то, что президент Украины сделает все, чтобы через средства массовой информации реабилитировать и признать невидным крымско-татарский народ. Пока нас не реабилитируют юридически и не развратят национальную родину, фактически мы остаемся репрессированными по сей день в Украине. Украина должна громогласно снять обвинение нашего народа. 21 век, геноцид продолжается. 44-2012 год. Савва у нас.